Холодным пожаром мглистого утра заполыхала на просторах Якутии весна. Без остатка сгорела полярная ночь, вскипают ледоходом реки. Весна торжествует, весна зовет в дорогу. Это тоже полюс. Полюс холода. Зимой здесь случается и минус 70. Недалеко Верхоянск, самый холодный город на свете. Места глухие, безмолвные. Но сегодня не молчит лес. Пришли люди. Они строят плот. Этим летом на туристских картах исчезнет еще одно белое пятно. Плот понесет путешественников на север, к ледовитому океану, к морю Лаптевых. Прихотливо вьется голубой серпантин, обходя скалистые кряжи. Будто задалась река целью со всех сторон показать людям дикую красоту родных гор. И с солнцем заключен союз. 3 месяца без темноты, без ночи, только день, длинный-предлинный день. Пороги. Они всегда появляются неожиданно, не кстати. Пронесло. Вижу пристань. Значит, Кулар. Здесь стоит сойти на берег. Это близко, но пешком-то далековато будет. Буйной метелицей рассеивает свои семена пушица. А ведь совсем недавно здесь все было покрыто снегом. Тундра живет стремительно, жадно ловит солнечное тепло, жадно пьет влагу. Скоро опять зима, скоро ночь, надо торопиться. Оказывается, и в тундре можно встретить попутную машину. Дорога здесь всюду и нигде. Сорвут колеса слой почвы, а под ним лед, вечная мерзлота. А солнце палит нещадно, и поплыла колея, не успев еще стать дорогой. Так что по одному месту здесь дважды не ездят. Прииск Кулар. Так вот как добывают золото.
Золота здесь очень много. Вот и растет в тундре город, и специально для него возникла на реке пристань. Коварно Яна. Оставили плот на воде, а нашли на песке. Ушла река. Она всегда так. Яна то мгновенно вздувается, то так же резко мелеет. Призрачный мир тумана. Погасло солнце, растаяли берега. Реальны лишь голоса бредущих во мгле судов. Чем ближе океан, тем медленнее течение. Река почти остановилась. Тяжело. В этом месте Яна так рассекла тундру, что обнажился подпочвенный лед, вечная мерзлота. Отданный рекой во власть солнца, лед быстро тает. И каждый год открываются в отвалах земли гигантские кости мамонтов. Сколько тысячелетий покоились они в ледяном саркофаге. Вот еще. И еще. Ароматный дымок костра. Еще бы не быть ему ароматным. Неделя за неделей. Месяц, другой, и уж к закату клонится заполярный день. А там и вечер, и конец путешествия. Порт Нижнеянск. Ворота в океан. Северный морской путь. К берегу, последней стоянке. Скоро зима, и, вероятнее всего, покинутый плот разберут на дрова. Что ж, он прожил короткую, но славную жизнь. Вместе с Яной он дарил нам радость открытия мира, радость пути.